Добрый день, уважаемые абитуриенты, выпускники бакалавриата. Сегодня мы с вами поговорим о направлении подготовки, которое вы выбрали. Это магистратура по профилю психолого-педагогическое образование, специалист по работе с семьей. Меня зовут Трофимова Екатерина Владимировна, я заведующая кафедрой профессионального социального образования, на которой реализуется данная программа. Итак, совсем скоро вас ждут вступительные испытания, и одной из форм вступительных испытаний будет тестирование, которое будет проходить в дистанционном формате. Вам будет дано 25 вопросов, на которые вы должны будете ответить в течение 60 минут. Максимальное количество баллов 100 и минимальное 50. Вам будет дана всего лишь одна попытка. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но 60 минут – это вполне достаточное время для того, чтобы ответить на 25 вопросов из соответствующих разделов знаний. Это общая педагогика, общая психология, социальная педагогика, семьеведение и профилактика социального сиротства. Абитуриентов, кто закончил бакалавриат по направлению педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, профессиональное образование, вам будет несложно ответить на эти вопросы. Итак, дистанционная форма сдачи экзамена. Необходимо будет получить логин и пароль для того, чтобы войти на дистанционную платформу. Данный логин и пароль вам будет выслан сотрудниками приемной комиссии на электронную почту. Мы очень рекомендую вам проверять папку «Спам» для того, чтобы это письмо, которое вы ждете, не попало туда. Далее, когда вы получите этот логин и пароль, пожалуйста, смените его на тот, который будет удобен вам. И при первом входе вы создаете свой логин и пароль и им пользуетесь в дальнейшем. Дальше, перед каждым экзаменом вам нужно будет прикрепить свое цветное фото, поэтому нужно будет сфотографироваться, и вы прикрепляете фото, где видно очень хорошо ваше лицо, и фото обязательно с паспортом вместе, да? Паспорт на развороте, где ваше также фото и фамилия, имя, отчество. Ну, еще раз, вот такое важное напоминание: время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, у вас есть всего лишь одна попытка. Для тех, кто хочет еще раз более внимательно ознакомиться с инструкцией, мы разместили ее на сайте в вашем личном кабинете. И вот соответствующий раздел сейчас виден на слайде. Дальше. Для того, чтобы вовремя сдать экзамен, ознакомьтесь, пожалуйста, заранее с расписанием вступительных экзаменов, которые также представлены на сайте приемной комиссии по соответствующему адресу. Расписание. Комплексный экзамен по направленности специалист по работе с семьей. Обратите, пожалуйста, внимание, что консультация пройдет 10 августа, и уже 11 августа вы будете сдавать этот тест. Время с 10 до 22. Да, достаточно большой временной промежуток. Вот в этом временном интервале вы должны будете выделить 1 час и зайти. То есть с 10 открывается, и в 22 уже доступ будет закрыт. Поэтому советуем вам не оттягивать до вечера и уже, наверное, в первую половину дня пройти данное тестирование. Есть еще резервный день, обратите, пожалуйста, внимание, 17 августа с 10 до 5 для тех, у кого будет какая-то серьезная причина не явиться на экзамен 11, и документально это подтверждено будет. Значит, вот это время 11 августа для тех, кто подал документы с 20 июня по 6 августа. Но есть еще также студенты, которые планируют поступать на коммерческую основу, для них прием документов продлен, и, соответственно, вот после 7 августа и сдавать они, соответственно, будут тестирование 15 сентября. Как подготовиться к сдаче вступительного экзамена? Ну, во-первых, да, есть программа, которая размещена вот на сайте, также в соответствующем разделе. Что из себя она представляет, эта программа? Это документ, где перечислены, во-первых, да, цели, задачи данного вступительного испытания,
обозначены технические требования к вашему компьютеру, для того, чтобы вы могли спокойно пройти, не было никаких у вас проблем с технической стороной. Дальше права обязаны, что вы можете делать и чего нельзя делать во время вступительных испытаний. Также есть разделы, они содержательно раскрываются, те разделы, о которых я говорила ранее: общая педагогика, общая психология, социальная педагогика, семьеведение и профилактика социального сиротства. И также представлена литература, которой вы можете пользоваться, ну и также, естественно, интернет-источники, вы можете использовать их до самого тестирования в качестве материала, по которому будете готовиться. Примерные задания. Вот видите, да, они несложные. Что такое метод воспитания, отличительная черта отечественной психологии, то есть из раздела общая психология, механизм социализации личности, это уже из раздела социальная педагогика, функции семьи, это из раздела семьеведения. И вот последний вопрос, он как раз из раздела об особенностях ребенка, оставшегося без попечения родителей. Вы выбираете для один правильный ответ. Повторю, пожалуйста, еще раз, да, обращаю ваше внимание, что только один верный ответ нужно выбрать при тестировании. Ну и в заключение контакты, мой личный телефон, моя личная почта, на которую вы можете обратиться, написать, если у вас возникнут какие-то вопросы. Спасибо за внимание, удачи, благодарю вас, что вы выбрали программу «Специалист по работе с семьей». Всего доброго.